О необходимости соблюдения масочного режима предпринимателям напомнили сотрудники Роспотребнадзора. Очередной рейд прошел в Назране. Проверили торговые центры и магазины на наличие разметок и антисептиков. Предписания составляли сразу же. Нарушителей ждет удар по кошельку, физлицам грозит штраф 5000, а юридическим до 500 тысяч рублей. Репортаж Тамары Хашагульговой. Торговый центр, через который ежедневно проходит несколько сотен человек, как одна из точек, где подхватить вирус просто. Но носить маски и соблюдать дистанцию многие не научились даже за 1,5 года ограничений. Людей в масках здесь можно пересчитать по пальцам. И в основном это обслуживающий персонал. Обязательно. Рост заболеваемости увеличивается ежедневно. Статистика неутешительная. Но маски почему-то спешат надеть только при виде проверяющих. Как в этом магазине по продаже электроники. Хоть при входе табличка и предупреждает соблюдать масочный режим, однако в самом помещении нет ни антисептиков, ни масок, ни разделительной разметки. Конечно. Обязательно. Маски без масок не обслуживают. Антисептик. А вот если у них нету маски, маска. Правда, не везде все так плачевно. К примеру, в этом магазине косметики все противоэпидемиологические меры стараются соблюдать неукоснительно. Спирт содержащий. А вот эти, да? А хлорка есть? Хлорки нет у нас. А уборку кто у вас проводит в помещении? Личная ответственность. Именно к этому призывают надзорные органы. Носить маски нужно, даже если переболел ковидом или сделал прививку. Не только персонал должен соблюдать меры безопасности. Каждый должен быть бдителен к собственному здоровью. Никто не сопротивляется. В принципе, если их предупреждать, они берут и одевают маски. И соблюдают дистанцию. Из 10, да, из них человек 5-6 бывают с масками сами по себе. Как взрослые заходят, они уже защищены. Ну вы предупреждаете, да? Вместо одежды и аксессуаров в этом магазине проверяющих ждут нарушения и отговорки. Продавец хоть и в маске, но о том, что помещение нужно обрабатывать специальным обеззараживающим раствором, она почему-то даже не подозревает. Если для посетителей, для себя кожные антисептики нет, надо будет обязательно приобрести, на столик их поставить и для вас, и для посетителей. А маски запас для посетителей тоже надо будет поставить, хорошо? Уборку у вас кто проводит ежедневно? Вы сами? Есть хлорка, таблетки или порошок? Но незнание в данном случае не освобождает от ответственности. На месте составляют предписание. Безответственных накажут рублем. Причем это касается не только самих нарушителей, но и руководства торгового центра. За нарушение противоковидных мер физическим лицам грозит штраф 5000 рублей, а для юридических лиц до 500 тысяч. Сейчас мы пытаемся дозвониться до владельца торгового центра, но в любом случае мы им оставим извещение, чтобы они к нам явились для дальнейшего составления административного материала и выдачи им предписаний. В течение нескольких дней документ будет направлен в суд. По итогам рейда составили около десятка протоколов. При этом штрафы – это не самое суровое наказание для предприятий торговли и сферы услуг. За нарушение эти заведения могут попросту закрыть. На сегодняшний день мы проверили один из торговых центров. Выявили ряд нарушений в нескольких магазинах. То есть это отсутствие кожных антисептиков, отсутствующих средств для проведения текущей уборки ежедневной. Также в некоторых магазинах отсутствует запас масок для посетителей, в случае, если посетители приходят без масок. И также в нескольких магазинах отсутствуют вывески о том, что нельзя входить в магазин без масок. По данному факту выявленных нарушений будут составлены административные материалы. Мы пригласим граждан, которым принадлежат те или иные объекты. Самый эффективный способ остановить распространение коронавируса – маски. Поэтому проверяющие еще раз напоминают не пренебрегать ни своим, ни чужим здоровьем. Тамара Хашагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.